Здравствуйте, в студии Людмила Басыгысова. Вы смотрите прямой эфир с города. Сегодня у нас в гостях заведующая Центра культурно-массовых проектов Управления культуры и духовного развития города Якутска Василина Кривошапкина. Василина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. А я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 32 0202. Звоните и задавайте ваши вопросы. Итак, Василина Васильевна, стартовал уже традиционный фестиваль «Зима начинается с Якутии». В этом году из-за пандемии он проходит в онлайн-формате. Мы решили узнать у горожан, знают ли они про фестиваль и примут ли участие в мероприятиях. Давайте посмотрим опрос. Вообще интересный фестиваль, он мне вообще нравится. Поэтому смотрю, обязательно посмотрим. Смотреть буду, но участия нет. Те времена-то хорошо же проводили. Людям нравилось. Ну, когда время будет, посмотрим. Но радость всегда впереди должна быть. И культура тоже. Мастер-классы проходят очень интересные. Детям интересно, и, соответственно, и взрослым, родителям. Очень хорошая идея. Ходят разные мероприятия народных, разных наших народов, так сказать, севера. Очень интересно. Диаспоры выступают, ну, прочее. Интересно, конечно, очень интересно. Конечно, буду смотреть. Это же наша Родина. Это молодежям нужно, чтобы вырастить достойных людей. Не, участвовать, наверное, не получится, но смотреть буду с удовольствием. Всегда хорошо отношусь. Тем более ездят на любимые мои места, на горы. Там есть у нас прекрасный центр вечной мерзлоты. Как мы видим, жители столицы знают про фестиваль, интересуются им. Василина Васильевна, расскажите, как шла подготовка к мероприятию? Мы буквально с 16 ноября уже начали сбор заявок для участия в наших конкурсах. Но программа у нас будет очень интересная, насыщенная. Мы подготовили 15 программ. Все они будут проходить в дистанционном формате, кроме двух очных программ. Это будет конкурс снежных ледовых скульптур «Бриллианты Якутии» и гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Но вот как мы видели из сюжета, наши горожане очень любят этот праздник. Конечно, когда мы его проводили в предыдущие годы, всегда Центр спортивной подготовки «Триумф» был наполнен гостями. Все с интересом наблюдали за конкурсом строганина, любимым конкурсом. Смотрели, как наши участники гастрономического фестиваля «Путешествие за вкусом» готовили свои изумительные презентационные блюда. Ну а также в стороне не оставались также и наши выставки, такие как вот «Серебряная чешуя» и те работы мастериц, прикладников, которые совершенно делают необыкновенные сувениры и поделки из подручных средств. Ну, мы надеемся, что в этом году горожане активно подключатся к нашим конкурсам и станут участниками. Куда можно направлять заявки? Да, вот хочется сказать, что мы уже на своем аккаунте на платформе Instagram Управление культуры Якутск уже разместили все положения наших конкурсов, условия участия. Хочу напомнить, что некоторые конкурсы у нас будут платные, с платным взносом, но суммы небольшие, от 100 до 300 рублей, но и победители ждут замечательные призы. Интересно, мне кажется, будут различные мастер-классы. Я знаю, что один из них будет посвящен изготовлению новогодней елки. Расскажите поподробнее и о других мастер-классах. Да, у нас запланировано порядка 9 мастер-классов. И наши участники и просто горожане, те, кто зайдут на наш аккаунт, могут научиться совершенно необыкновенным каким-то делать интересные вещи и поделки. Например, по елкам это можно будет сделать из веточек, можно сделать из каких-то, если у вас остались после ремонта какие-то материалы строительные, из них сейчас совершенно необыкновенные работы делают. Достаточно добавить гирлянды, елочные игрушки, которые можно также сделать своими руками. Главное, что это занятие для всей семьи, тем более мы сейчас все находимся на удаленке, в общем-то, вынуждены при нынешних условиях сидеть дома, особенно взрослое поколение. И, конечно, для всех найдется занятие,
мероприятия. Я думаю, что эти мастер-классы для многих станут и открытием, и станут хорошей традицией семейной. Но из самых интересных мастер-классов хочу назвать изготовление адвент-календаря новогоднего. Адвент – это значит создание каких-то событий. Допустим, в течение декабря месяца сделать календарь своими руками всей семьей с 1 по 31 декабря, да, и запланировать, допустим, не забыть поздравить родных и близких, не забыть отметить какое-то событие свое семейное, которое будет проходить именно в этот период. И можно будет научиться это сделать, тем более он будет готовиться в национальном стиле, то есть можно будет там использовать какие-то наши национальные колориты. Да. Кроме этого, можно сделать своими руками фотозону в деревенском стиле. Ну, мы все знаем, что практически каждый пытался делать у себя дома камин. Да. Вот. А теперь мы даем возможность сделать фотозону, чтобы в новогодние праздники создать такую атмосферу небольшого деревенского домика, как будто вы находитесь где-то не в центре урбанистического города, да, а где-то за городом, и в теплой, уютной обстановке отметить новогодние праздники. Ну и там еще ряд мероприятий предлагаются. Допустим, можно изготовить топиарий, чтобы украсить, опять же, новогодний стол, либо создать уют в своем доме. Можно будет сделать панно меховое, либо сплести из макраме какое-то небольшое изделие. В общем-то, я думаю, что каждому найдется по вкусу, чем создать какие-то интересные работы, научиться самому, научить своих домочадцев. И напомню, что по датам мастер-классы будут проходить на нашем аккаунте Управления культуры Якутск с 23 ноября по 30 число. Время будет везде одинаковое, в 14 часов, пожалуйста, можно зайти на наш аккаунт и посмотреть эти мастер-классы. Василина Васильевна мне сообщает, что поступил первый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Ага, меня зовут Лилия Ларионова, я из города Якутска. Ну, ежегодно у нас в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» проходит очень интересная выставка «Серебряная чешуя». Я хотела бы узнать и спросить, в этом году в каком формате, где и как мы можем посмотреть выставку «Серебряная чешуя»? Спасибо за звонок. У меня как раз тоже есть этот вопрос. Расскажите поподробнее. Да, очень хороший вопрос. Да, наша выставка «Серебряная чешуя» также будет в этом году в программе представлена, но она будет также проходить онлайн, дистанционно. Можно посмотреть, опять же, на нашем аккаунте. Хочу сказать, что она будет состоять как бы из нескольких таких вот направлений. Это мы покажем, как у нас проводят подледную рыбалку. То есть можно будет посмотреть воочию, каким образом делается лунка, выбирается место, какие для этого необходимы снасти, вообще, что это такое подледная рыбалка в наших условиях. Можно будет посмотреть изумительную выставку работ наших художников, которая выставлена в арт-галерее Юргель, тоже на тему зимы, зимней рыбалки, зима в сельской местности. В общем-то, там есть работы и Андрея Чикачева, и Юрия Васильевича Спиридонова. Мы знаем, что он очень любит Арктику, проводил свою выставку персональную. В общем-то, там достаточно работы. И это все можно будет увидеть, буквально сидя дома, и окунуться в эту атмосферу, зарядиться вот этим вот ощущением, что ты находишься вроде бы и дома, но при этом как бы на выставке присутствуешь. А также будет выставка работ мастеров, которые создают совершенно необыкновенные работы из костей рыбы, разных видов рыб, создают и сувениры, и какие-то интересные картины. А есть даже мастера, которые шьют одежду, очистив кожу рыбы тоненько, аккуратненько, и создают какие-то совершенно необыкновенные свои работы. И все это можно посмотреть, опять же, вот на выставке, виртуальной выставке «Серебряная чешуя».
Я знаю, что любой желающий может принять участие в конкурсе по изготовлению поделок из шишек. Расскажите поподробнее, вот по каким критериям будут отбираться лучшие работы? Ну, наш фотоконкурс поделок из шишек готовят наши коллеги, организовали с городского нашего парка. И они предлагают отправить свои фотоработы, чтобы своими руками они могли изготовить поделку из шишек. Здесь уже критерий абсолютно на фантазию, на умение, на возможности самих участников. Необходимо эту работу им сфотографировать, разместить у себя в аккаунте, отметить хэштегом «Зима начинается с Якутии» и участие в фотоконкурсе поделки из шишек. И отметить еще и аккаунт «Парк», нижнее подчеркивание, ЕКТ. Ожидаются очень хорошие призы. В общем-то, все участники будут отмечены сертификатами участников. Но кроме этого, еще и парк у нас проводит очень интересные свои конкурсы, мероприятия. Я знаю, что для них, для каждого участника они подготовили даже свои поощрительные призы. Если нам позволит ситуация, то наши участники могут даже в летний период посетить аттракционы парка. Заявки уже принимаются? Заявки уже принимаются. Работы можно подавать до 29 ноября включительно. Ну, а 30 ноября и 1 декабря итоги будут размещены уже в аккаунтах. Также свою фантазию можно проявить в конкурсе зимнего отдыха «Зимние забавы». Да, это тоже интересный фотоконкурс, тоже, в общем-то, организаторы наш городской парк. Здесь необходимо уже отправить фотографию. Желательно, конечно, когда всей семьей активно отдыхают в зимнее время. Это могут быть и катание на сноубордах, на санках, на горке, на ватрушках. То есть любой активный отдых, запечатленный именно в фотографии и в кругу семьи, он будет только приветствоваться. Мы надеемся, что наши участники очень активно будут принимать участие, потому что, в общем-то, при наших условиях, когда мы более полугода находимся в зимних, как говорится, в зимней атмосфере, я думаю, что всем придется по душе именно этот фотоконкурс. Василина Васильевна, а принять участие в конкурсах, в мастер-классах могут ли жители из других регионов, а может быть даже зарубежья? Ну да, в лучшие времена, конечно, наши конкурсы, обязательно в наших конкурсах были участники не только из-за пределов республики, но и из других регионов, и из-за границы. Но при нынешних условиях, конечно же, сложно. Но, тем не менее, наши земляки, особенно земляки, которые живут за пределами республики, обязательно принимают участие. У нас уже подаются заявки в наших фотоконкурсах, мастер-классах, потому что при таком формате, конечно, расстояние нам нисколько не мешает, а наоборот даже создают как бы ощущение, что мы вместе, что мы рядом. И, конечно, любой может принять участие в наших конкурсах. Поступил еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр. Расскажите, пожалуйста, про конкурс «Виртуальный холод». Хочу принять участие. Условия там какие? Спасибо за звонок. Как раз вот тоже хотела спросить. Да, в этом году мы включили новый конкурс. Это конкурс снежных и ледовых скульптур среди самодеятельных мастеров. Называется он «Виртуальный холод». То есть участник у себя во дворе, на приусадебном ли участке, а возможно, если даже это и многоквартирный дом, может быть, силами жильцов дома могут создать ледовую или снежную скульптуру. Участие платное, взнос 300 рублей. И создать скульптуру. Тема «Зимняя сказка», то есть здесь тоже фантазия может быть у кого насколько позволит. И создав такую скульптуру, опять же, разместить у себя в аккаунте, опять же, к нам в директ обратиться, и мы у себя в аккаунте Управления культуры Якутска обязательно разместим. Призы очень хорошие, и мы надеемся, что здесь вообще участников мы не ограничиваем ни в возрасте, ни в количестве, да, вот этих работ. То есть кто насколько способен, возможен. Можно и классами участвовать, если это школьники, можно предприятиями, но главное условие, что это должны быть самодеятельные мастера. А расскажите о конкурсе «Строганина-2020».
Вот самый ожидаемый, наверное, был конкурс, когда он проходил в оффлайне, но в этом году мы его проводим как фотоконкурс на лучшие блюда из замороженной рыбы. Необходимо создать композицию, красивую композицию из строганины. Это тоже на фантазию, на креатив участника. Это могут быть какие-то цветы, это может быть какая-то композиция или скульптура в виде якутского острога. Ну, я тут не могу ставить как бы рамки, да, такие. То есть что пожелает сам участник, конкурсант, все это можно создать. То есть обращаю внимание, что это не должна быть просто наструганная рыба, а это должна быть обязательно какая-то красивая фотокомпозиция. И было бы здорово, если бы сам участник еще и сделал красивую презентацию, допустим, в национальном костюме, название своей работы, красиво ее отснять и отправить нам на конкурс. И напоминаю, что этот конкурс тоже участие платное, 100 рублей, и, пожалуйста, и могут быть очень интересные креативные работы, мы во всяком случае надеемся, и всех участников, конечно же, мы поощрим и наградим. В рамках фестиваля также пройдет традиционный гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Расскажите. Да, это самый вкусный, наверное, конкурс в нашей программе. Он начнется с 30 ноября по 6 декабря. Будет проходить в закрытом формате, то есть участники, которые заявятся на этот конкурс, это в основном профессиональные шеф-повара, коллективы, кафе и ресторанов. Тема – приготовить национальные блюда в современной подаче, подготовить презентацию из нескольких дегустационных сетов. Но хочу сказать, что наши горожане могут прийти и попробовать, продегустировать эти блюда. Мы разместим на сайте окружной администрации адреса и те рестораны, которые станут участниками этого конкурса, и можно будет позвонить, купить билет и прийти уже продегустировать те блюда, которые, в общем-то, кулинарные мастера уже покажут в этом конкурсе. Но это один из самых любимых и вкусных конкурсов, поэтому я думаю, что в этом году тоже, в общем-то, повара проявят себя, они никогда не повторяются, всегда находят какие-то новые интересные находки, ну и, конечно же, наша кухня самая разнообразная, самая вкусная, она и полезная, в общем-то, поэтому мы ждем в этом году каких-то интересных работ. Будут соблюдены все меры безопасности? Абсолютно, да, конечно, все с соблюдением безопасности, поэтому мы надеемся, что пройдет, как всегда, на уровне. Расскажите об городском конкурсе ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Да, этот конкурс у нас проходит в очном формате 25 декабря. На площади Орджоникидзе пройдет блиц-турнир на тему «Зимняя сказка», где мастера в течение одного дня должны будут сделать свои работы по льду. С 26 декабря уже по 30, ноября по 30 в ледовом городке Северное Сияние, что находится на 202 микрорайоне, команды уже будут соревноваться по двум номинациям. Это снежные скульптуры и ледовые скульптуры. На сегодняшний день уже заявлено 20 команд из 8 улусов. Это у нас и Хангаласский улус, Мегино-Кангаласский 2 команды представляет, Намский улус 2 команды будет, Татинский улус, Верхневилюйский, Вилюйский. Из города Мирного будет команда, ну и наши городские команды из города Якутска также будут соревноваться. Тема, которая будет взята за основу на 202 микрорайоне, это тема «Юбилей Великой Победы». Ну, здесь, конечно, наши мастера, я думаю, что многие участники уже не первый раз заявляются, и, в общем-то, среди них есть команды, которые уже принимали участие и в региональных, и в международных конкурсах ледовых скульптур. Есть уже такие маститы. Вот, и мы надеемся, что, конечно, в этом году они покажут такую честь и покажут свои интересные работы, которые, конечно же, украсят акваторию нашего 202 микрорайона. Фигуры будут все подсвечены, они уже, все эскизы представлены, названия работ. Я думаю, что в этом году тоже будут очень интересные скульптуры, которые, конечно же,
станут, наверное, одним из самых таких ярких событий нашего фестиваля. В рамках фестиваля также пройдут спортивные состязания. Да, традиционно пройдет спортивное состязание по Северному Многоборье. Там будут представлены только 3 вида: метание аркана, прыжки через нарты и прыжки в длину с места. Будет проходить в онлайн-режиме. 27 ноября пройдет жеребьевка и часть соревнований, и 28 ноября пройдут остальные, уже финальные соревнования, и будут объявлены победители. Поэтому я думаю, что наши мужчины, которые, в общем-то, увлекаются нашими северными видами спорта, также могут стать активными участниками. Ну и по традиции фестиваль завершится 1 декабря. На площади Орджоникидзе зажгут новогоднюю елку. Да. Традиционно мы решили не нарушать эту традицию, и 1 декабря в 17 часов городская елочка на площади Орджоникидзе загорится яркими огнями. Ну, хочу тоже сказать, что будет все в режиме онлайн. Обязательно будет видео приветствие, видео поздравления от руководства города Якутска. Будут присутствовать наши любимые сказочные персонажи. Это и повелитель холода Чисхан, якутская зима. Будут персонажи уходящего и предстоящего года. Это у нас и крыса, и бычок. Вот. И вместе они зажгут нашу елочку, и мы это обязательно покажем в нашем аккаунте Instagram и по новостным каналам. В следующем году фестиваль отметит 10-летие со дня проведения первого мероприятия. Можно ли считать этот фестиваль брендом нашего региона? Однозначно, конечно же, наш фестиваль уже завоевал популярность, стал известным за пределами республики и не только, но и России. Все знают, что мы в 2016 году завоевали 3 гран-при национального туристического конкурса Russian Event Awards. Это по гастрономическому фестивалю, по строганине, бриллиантовые нотки. Поэтому, в общем-то, с каждым годом мы стараемся нашу программу делать более яркой, интересной, что-то новое привнести. И я надеюсь, что к следующему году наш праздник уже заявит о себе в полную, и надеюсь, что ни нынешняя ситуация, ничто не сможет повлиять на его развитие. Я думаю, что с годами он будет еще любим, еще больше любим, еще более известным. Во всяком случае, мы надеемся и рассчитываем на это. Василина Васильевна, поступил еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Меня очень интересует, конечно, формат тех конкурсов и тех мероприятий, которые проводились раньше. Я вот читала периодичку, да, и поняла, что участие по странице Инстаграм, еще какие страницы есть, где можно еще участвовать. Спасибо за звонок. Спасибо за вопрос. Конечно же, мы размещаем и у себя на странице Управления культуры города Якутска. Но еще кроме этого у нас же наши соорганизаторы, наши коллеги, это окружной центр народного творчества, у них есть тоже свой аккаунт ОЦНТ Якутск. Можно и туда тоже направить свои заявочки и посмотреть, какие конкурсные программы и мастер-классы предлагают наши коллеги. Это касается и серебряной чешуи, и мастер-классов «Зимняя фантазия». Ну и кроме этого еще парк ЕКТ, я уже говорила, тоже представляет свои интересные конкурсные программы. Василина Васильевна, запланирована ли уже какая-то предновогодняя программа? И какой обещает быть новогодняя ночь? Новогодняя ночь, конечно, мы все в ожидании сказки, чуда. Всегда нам хочется, чтобы Новый год, который наступит, стал более благоприятным, интересным, чтобы не нес он никаких каких-то вот потрясений
Мы очень на это надеемся. Ну, а мы от своего управления культуры города Якутска, конечно, готовим программы, но, к сожалению, я боюсь, что они будут проходить только в онлайн-формате. Раньше мы проводили рождественские утренники на площади Орджоникидзе, но мы еще посмотрим по ситуации. Если будет такая возможность где-то на площади ребятишкам вместе с аниматорами сделать небольшую игровую программу, мы будем только очень рады, потому что мы ежегодно со 2 по 7 января всегда проводили вот такие утренники. Но будем надеяться на лучшее. Во всяком случае, Новый год для нас, правда, это ожидание чуда. И хочется, чтобы все наши горожане, главное, здоровье, берегли себя и, в общем-то, следили за нашей информацией. Мы обязательно обо всем этом уже сообщим. Василина Васильевна, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напоминаю, что те звонки с вопросами, которые не прозвучали во время прямого эфира, мы передаем нашим гостям сразу после завершения. Всего доброго.